У Махамбет Бурбашевой двое детей, проживает в Бишкеке, жилье снимает. С наступлением холодов сталкивается с рядом трудностей, как материальным, так и моральным. Женщине-вдове приходится зимой отправлять детей к родственникам, ведь денег на уголь и на бытовые затраты не хватает. Сегодня, благодаря добрым людям, она получила гуманитарную помощь. Мне выделили, как вдове, тонн угля и немного продуктов. Дети со мной не рядом, потому что я живу на квартире, и в данное время мне нету доходов купить, чтобы купить уголь и согреть дом, поэтому дети у бабушки. И вот люди, которые работавшие здесь, организаторы этой группы, вернее фонда, они предоставили возможность, мне дали уголь, и теперь, дай бог, дети будут рядом со мной в тепле. Спасибо вам. Асанов Курманбек. Асанов Курманбек. Тонну угля и коробку продуктов первой необходимости получил и Курманбек Асанов, отец 4 детей, один из которых с синдромом ДЦП. Семье приходится нелегко, пособий хватает только на лекарства. У меня 11-летний сын с инвалидностью. Получаем пособие в размере 8000 сомов. Тратим их в основном только на лекарства. Моей зарплаты еле хватает. Спасибо большое этому фонду, всем этим женщинам, которые оказывают нам помощь. Пусть любая беда обходит их стороной. Данный благотворительный фонд, состоящий почти из 50 женщин-предпринимателей, на протяжении 2 лет, а точнее с начала пандемии, продолжает оказывать социальную поддержку малообеспеченным семьям, людям с ОВЗ, интернатам и простым гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В рамках сегодняшнего мероприятия 100 семьям, среди которых и жители Чуйской области, раздали твердое топливо. Наш фонд именно в период энергетического кризиса, не опускайте руки, он призывает, чтобы все такие фонды, как мы, сейчас помогали людям, потому что во многих семьях не хватает денег на уголь. Если нет тепла, то нет здоровья. Поэтому наш фонд организовал 100 тонн угля для 100 человек. Это каждая семья по тонне угля. И 100 продуктовых наборов, это в пакетах где-то около 1500 сомов. И еще есть у нас здесь люди, около 40 человек, это с разной степенью инвалидности, которые не работают. И для них уголь мы еще и сами доставляем. На благотворительную акцию была приглашена и Чипариса Рыспекова, уполномоченная по правам ребенка Кыргызской республики. Она, в свою очередь, выразила благодарность членам фонда, которые протягивают руку помощи в нелегкие времена. Также отметила, что руководством страны уделяется особое внимание уязвимым слоям населения в оказании социальной поддержки. Наргиза Нурмаметова, Джантай Макенов, Пирамида.